Сәлеметсіздер ме? Мен Даниламын. Сегодня 7-й урок казахского языка. Прежде всего, хочу поблагодарить вас за то, что вы решили изучать казахский язык. Сегодняшняя тема – реттік сандар. Посмотрим, сколько здесь киви. Қанша киви? Екі киви. Дұрыс. Қанша автобус? Үш автобус. А если мне нужен второй киви и третий автобус, как это будет? Екінші киви, үшінші автобус. В казахском языке порядковые числительные реттік есімдер означают порядок, последовательность и место предмета. Они образуются при помощи суффиксов нш, 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 нш. Эти суффиксы присоединяются только к числам. Например, бер – один, беренше – первый. Если слово оканчивается на гласный звук, то добавляем нш, нш, а если слово оканчивается на согласный звук, то тогда добавляем нш, нш. Например, ш у нас согласный звук, поэтому добавили нш, нш. Третий. Почему не нш? Отличный вопрос. Потому что в слове есть звук Звук у нас мягкий звук. Если в слове есть мягкий звук, то добавляем мягкие суффиксы, мягкие окончания. Теперь слово алты, 6. Добавляем какой суффикс? Нш, 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 нш. У нас последний звук значит нш, нш будет. А само слово твердое, поэтому добавляем твердый суффикс. Давайте теперь практикуемся. Бір – один, первый, бірінші. Екі – два, второй, екінші. Үш – три, третий. Үшінші – төрт, четыре, четвертый. Төртінші. Дұрыс. Бес – пять, пятый. Бесінші. Алты – шесть, шестой. Алтыншы. Жеті, семь, седьмой. Жетінші. Сегіз, восемь, восьмой. Сегізінші. Тоғыз, девять, девятый. Тоғызыншы. Он, десять, десятый. Оныншы будет. Порядковые числительные часто используются в этих случаях. При обозначении дат, при обозначении этажей и мест, названиях уроков и разделов. Например, бірінші қаңтар, сегізінші наурыз, төртінші қабат, 11-ші қатар, үшінші сабақ, бесінші тарау. На этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Сау болыңыздар!